В понедельник ночью в столицу прибыла колонна мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа из Ставропольского края для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Их прибытие в республику стало возможным благодаря обращению Министерства обороны Абхазии к Министерству обороны России об оказании помощи в развертывании мобильного госпиталя в нашей стране. Именно здесь, на территории пансионата Айтар, разворачивают многопрофильный мобильный госпиталь. Больных коронавирусной инфекцией здесь будут лечить российские военные медики. В момент приезда нашей съемочной группы российские военнослужащие занимались разгрузкой техники и надувных медицинских палаток, в которых будет приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет. Здесь больные пройдут обследование. Затем, в случае необходимости, на стационарное лечение их перенаправят в корпуса пансионата Айтар, которые переоборудованы под больничные палаты. В многофункциональном мобильном госпитале будут инфекционные и терапевтическое отделения, в каждом по 50 койко-мест. В случае необходимости, как говорят российские врачи, есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест. Личный состав медицинской службы, который входит в состав мобильного госпиталя, начали оснащать, развертывать, готовиться к приему больных. Сегодня к 16 часам полностью мобильный госпиталь будет готов к приему больных с коронавирусной инфекцией. Для этого мобильный госпиталь полностью оснащен современным оборудованием, лекарственными препаратами, личный состав обученный. Личный состав неоднократно уже принимал участие в оказании медицинской помощи по больным с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан. В госпитале есть все необходимое оборудование и медикаменты для оказания квалифицированной медицинской помощи. Он оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. По словам министра здравоохранения Тамаза Сахнаки, маршрутизация ковидных больных пока выстраивается. Но в первоочередном порядке в мобильный госпиталь будут доставлять пациентов скорой помощи Сухума и близлежащих районов. На сегодняшний день под руководством вице-премьера у нас проходит рабочее совещание, где создана координационная группа по взаимодействию с нашими коллегами и этим мобильным госпиталем для того, чтобы четко отработать маршрутизацию наших пациентов. Будут определены ответственные лица, телефоны, по которым люди могут также обращаться, это в том числе и по горячей линии. Ну и, соответственно, по сотрудникам госпиталя, сотрудникам Минздрава, Горздрава и районных центральных учреждений, в лице главных врачей, которые будут в постоянном взаимодействии. В мобильном госпитале Министерства обороны России 12 койко-мест будут реанимационными, а у 25 коек будет возможность подключения к ИВЛ. По словам начальника госпиталя, личный состав будет пребывать в Абхазии столько, сколько понадобится. Развертывание многопрофильного мобильного госпиталя на территории пансионата Айтар является большой помощью Гудаутскому ковид-центру. Алика Трапша, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.